Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Саясат Хасаякат». Как всегда, мы говорим о политике. Сегодня у нас очень интересная тема, она очень животрепещущая в социальных сетях и везде экспертами обсуждается. Это будущие выборы в Кыргызстане 2020 в парламент. И тема сегодняшнего нашего обсуждения – Кыргызский парламент 2020. Для обсуждения этой темы мы пригласили известных в Кыргызстане политологов, которые разбираются в этой теме, которые раскроют для телезрителей. И я думаю, вы получите очень качественную информацию. Слева от меня сидит Алмаз Таджибай. Здравствуйте. Здравствуйте. И Амид Джураев. Здравствуйте. Спасибо вам, что вот в такое вот занятое время вы пришли на передачу, чтобы вот ответить на эту тему. Давайте с вас начнем, да, Эмиль. Вот, как вы считаете, вот, почему сейчас так много вопросов в соцсетях и вообще поднимается в обществе, что парламент 2020 должен быть другой, должны новые люди, без олигархов? Ну, мне кажется, это уже продолжающаяся, довольно наболевшая тема для электората, для народа Кыргызстана. Парламент, на самом деле, у нас из года в год, от созыва к созыву, можно сказать, мельчает. Это надо признать. Мне кажется, депутатский состав в нашем парламенте, он довольно поступательно скатывается все дальше и дальше от созидательной, законотворческой, представительной элиты или представителей народа и больше к такому, в какой-то степени, коммерческому, что ли, классу. И это очень, конечно, самым невооруженным глазом любому рядовому избирателю это видно. И другое дело, что, как обычно говорится, народ выбирает тех, кого он сам заслуживает. Есть такая формула, да. Мне кажется, конечно, это нельзя утрировать, но тем не менее парламент у нас на самом деле в какой-то степени повторяет тренды, которые происходят в самом обществе. Но тем не менее вызовы, требования к тому, чтобы у нас действительно более серьезные, более, так сказать, делу отдающие себя, более ответственные представители от народа были, это, естественно, есть такой запрос, и мне кажется, тут не столько даже нужна ли такая новая плеяда парламентариев, нужно ли менять, вопрос больше в том, как этого добиться, потому что и прошлые созывы это все было, но когда доходит дело до выборов, у нас, как правило, выходит то, что мы получаем. И мне кажется, тут дело надо обдумать больше институционально, в правилах выборов и особенно касательно деятельности политических партий, в которых вроде бы и должно быть, участвовать должны избиратели, народ, партийцы, так сказать, да, активисты, но тем не менее получается, что в конце концов, как только доходит до выборов, наши партии становятся сами по себе, народ остается сам по себе, конкретной какой-то связки, спрос, предложение, вот этого всего не совсем получается. Но тем не менее, конечно, и все мы надеемся, и я надеюсь, что в 2020 году у нас выборы на самом деле хоть в какой-то степени серьезные изменения нам принесут в качестве парламентариев, в качестве подготовленности представителей народа. Ну вот многие эксперты, они говорят о том, что вот выборы 2020 в Кыргызский парламент, они будут решающими, да, вот историческими. Почему такое значение придается? Ну, были же и прошлые годы выборы, да, 5 лет назад там. Ну, мне кажется, тут по разным критериям, конечно, любой созыв можно называть и решающим, или очередным, но в 2020 году, мне кажется, это будет довольно важный парламент, потому что с новым парламентом нужно будет дальше решать. Например, это будет дорабатывать свой оставшийся срок президентства Сооронбай Жээнбеков, президент. Это будет, возможно, будет касаться вопросов, опять же, внесения или не внесения изменений в Конституцию. Мораторий заканчивается. Мораторий в 2020 году заканчивается, и вопрос будет открытый. И это будет, естественно, с окончанием срока президента Жээнбекова будет стоять вопрос выборов нового президента. И опять же, во всем этом парламент будет играть
ключевую роль. Вот, Алмаз Мырза, вот все-таки 2020 кыргызский парламент, все-таки мы видим, что уже некоторые начали предвыборную кампанию, кто-то уже полностью отрицает нынешний состав, даже есть такие прозвища нехорошие, такой тренды, мемы, да, и атака происходит постоянно, да. Ну вот, по-вашему, вот, какой будет, вот, должен быть парламент вообще вот, с точки зрения теории, да, вот, парламентаризма? Какой качественный парламент вот, в мире, мы не первый год, мы же не первый создали, как вот вы думаете? Хотел бы сперва, прежде чем давать оценку, остановиться. На самом деле от институтов, государственных институтов, как это исполнительные, законодательные и судебные ветки власти, зависит их взаимодействие с гражданским обществом или вообще обществом, да, и в каких интересах она существует. И вот эти модели, если взять модели, которые существуют именно правление, формой правления, да, будем говорить, из 4, это вот первое мажоритарное парламентское, это служит британскому парламенту, где вот правительство формируется и поддержкой большинства парламента, и отвечает за все. Вот это идеальная, которая парламентская республика, она стандарт, это Британия дает, да. Вторая модель, это которая идет мажоритарно-президентским, это Соединенные Штаты Америки, где форма правления таким образом взаимодействует, там очень сложно, но там сильная президентская власть, да, но тем не менее не умаляет парламентарии той страны, Конгресса Соединенных Штатов Америки. И третье, это больше парламентская страна с преференциальным или именно пропорциональным выбором, да, страны, где существует с элементами парламента премьер-министра. Да, это страны, кроме Франции, Великобритании, это Западная Европа больше относится. И четвертое, это пропорциональность с элементами президентской власти, где она очень слабая и неустойчивая. Вот если взять из 4, где мы находимся, да, мы находимся в такие европейские модели. Европейские модели. Континентальные, да? Да, вот континентальные европейские модели. И если взять, во всем мире происходит транзит такой демократии и в нашей стране демократии. Если взять начало вот, развала Советского Союза, хотел бы поздравить с независимостью 28 лет, пользуясь случаем кыргызстанцев. Вот. Вначале у нас были демократические как бы, тренды, волна, которую мы захватили, даже третью волну, как в мире описывается, и потом был откат. Откат, и пришла тренд, то, что к власти пришли как бы, аристократии, допустим, Бакиевское время более олигархичный в интересах семьи, да, в Атамбаевский, ну, как бы период власти мы уже как бы выровнялись, но и все-таки не дошли. И вот то, что на ваш вопрос, почему в 2020 году мы интересом ждем, особенности политологи, мы ждем, в какую форму она повернется. Естественно, парламент состоится, должен быть такой, как, например, Украины, да, он там был распущен, Верховная Рада, да, и Зеленский делает реформу, сейчас уже сократить до депутатов до 300, с 450, да, и сделать, убрать мажоритарность, сделать его пропорциональным. То есть они хотят чисто вот элемент пропорционализма с европейским, да. Вот, и для того, чтобы потом в 2020 году изменить Конституцию, нужен, я все-таки думаю, по двум причинам, что она будет такой же карманной, как 6-й созыв. Почему? Во-первых, до сих пор не убран, даже увеличен на 9%. Вы порог, да, имеете? Порог, да. Это правила игры, да? Правила игры, то есть там будет основная колода политических лидеров, элиты, основная часть 6-й созыва должны прийти. Ну, там косметически поменяется, может быть, кого-то из гражданского общества туда пустят, да? А основным она будет, потому что этот парламент должен будущим изменением Конституции или какие-то тренды делать изменения, как в Верховном Раде, да? А они полностью отказываются от мажоритарного, вот сейчас в Украине, да, сейчас вот мы узнали, и будет только пропорциональное. То есть по политическим спискам открытое, преференциальное. Но сейчас дело у них доходит к Конституционному суде. Алмаз Мырза, есть одна вещь, вот вы про Украину говорите, да? Ну, видите, сейчас президент контролирует и парламент, и правительство. Не получится ли так, что вот парламент тоже превратится, ну, как некоторые в Европе говорят, просто в принтер, принятие решения президента? Все-таки он же будет сильный президент, и он скажет, все-таки парламент это больше политическая и интеллектуальная оппозиция.
Когда люди понимают, они говорят, ну вот какие-то интересы. Так не получится? Из модели, давайте возьмем модели. Да? Если на примере, допустим, Великобритании, где опирается, правительство опирается, у него широкие полномочия, опирается на большинство в парламенте. Вот эта модель, да? И тогда первую скрипку играет оба, потому что большинство, там, премьер-министра назначает то ли консерваторы, то ли лейбористы, которые взяли большинство голосов. Вот такая модель. А если же взять на примере нашего, то у нас и президент же есть, у него есть полномочия, и он по Конституции, по-моему, параграф 6, да, пункт, а он глава государства. Нет, это понятно. У нас бы будущая модель какая будет. Я имею в виду с Украиной сейчас. Да, если касательно, для Украины отдельный разговор. Украине нужна реформа. Где в тех странах, где вот неспокойность, то есть вот эта политическая система, я вначале говорил, не отвечает требованиям, то нужна реформа, то, что делается в Украине. И для этого нужно сильное, быстрые изменения, и нужен, ну как бы в кавычках, карманный парламент, который волю президента будет исполнять. Но состав украинского парламента сейчас, если вы посмотрите, там очень много людей, которые никогда не занимались ни политикой, ни законами, ничего. Там есть фотограф с пляжа, есть таксист, есть ресторатор, там разные, есть даже певцы, которые там хорошие были развиты. Но вот их много людей, да, большинство. Как они будут? А для карманного какая имеет разница? То есть вы считаете, все-таки на Украине будет карманный или парламент? Олигархи, которые молчат и в жизни за 5 лет ни разу не выступили, да, или те фотограф, который пришел, может, у него креативные идеи. От этого не зависит. И поэтому нужно разобрать каждую модель, и американская модель тоже очень интересная. Просто видите, именно. Украинская модель, она на самом деле, как и в Кыргызстане, она очень часто менялась, от парламентской больше к президентской парламентской, то, что сейчас в данный момент наблюдается. У нас всех как бы некая вариация на тему французской модели, когда и президент всенародно избираемый, и парламент довольно обделенный властью, и премьер где-то посередине. Всегда есть как бы потенциал конфликта, потенциал того, что какая-то точка власти может больше забирать вес. И в постсоветском пространстве, в таких моделях, чаще всего президент и доминирует везде. Но в Украине, мне кажется, нужно еще и учитывать и политический климат, предысторию всего этого, что тут как бы не только вот формальная как бы институциональная структура, но еще и от лидера очень много зависит, от новой партии. Почему украинцы вообще выбрали человека, который в принципе перед ними никогда как политик не выступал, потому что они хотели изменений. И мне кажется, это общественный запрос, да? Да, был запрос на что-то новое, на обновление. И мне кажется, Зеленский совершенно правильно ясно понимает миссию свою, которую народ ему дал в выборах. И то же самое случилось и с парламентом. Но если человек передумает свои приоритеты или решит, что ему именно такая доминирующая роль нужна для выполнения своей миссии, то, не дай Боже, у него есть возможность стать такой доминирующей, давлеющей фигурой над всеми остальными. А у нас какая ситуация? Вот какая у нас потребность общества? Вот это очень... Нет, я сейчас, вот хороший вопрос задал. Вот есть общественный запрос в Кыргызстане на изменение нового кыргызского парламента. Я понимаю, в соцсетях можно писать, политики, но если такой вот, чтобы региона, граждане живущие, они четко знали, что им нужен новый парламент, без олигархов, без всего. У нас есть такой запрос? У нас запрос это чисто как интеллигенции, да, будем говорить, гражданское общество, которое в меньшинстве. Они этот запрос делают. Те, кто сидят в Фейсбуке, где-то, да, активные, то есть это вот интеллигенция, да, если но не все, не вся его часть. А большинство, я думаю, населению все равно. Запрос, мне кажется, на каком-то символическом уровне у всех есть. Но именно запрос на что? И когда будет решающий момент бросать свой бюллетень в урну, за кого ты проголосуешь, мне кажется, мы, к сожалению, как электорат, много раз сами себе доказывали, что мы умеем все свои запросы забросить. И выбрать что-то конкретное. И выбрать конкретно того, кто к нам приходил. И это у нас как бы много разницы между Украиной и Кыргызстаном, хоть и схожести много. Разницы много, скажем, и в структуре вообще как бы того, как страна распределяется по политическим принципам, политическая культура, что делит страны.
Кыргызстан гораздо более мобильная, маленькая страна в смысле электората, да, тогда как Украина очень трудно любому одному олигарху, ну, да, 40 населения, миллион гарантировать себе свои голоса. В Кыргызстане у нас, мне кажется, к сожалению, опять же, мне кажется, мы дошли до какой-то степени, где отработана некая схема того, как мобилизовать нужные рычаги. Мы видим, партия умеет, да, когда надо, и политтехнологии пользоваться. И это очень нехорошо. Поэтому, мне кажется, вот то, что у нас есть запрос, появляется некое требование к обновлению, мне кажется, на этой волне нужно очень сильно работать тем, которые действительно серьезно отдают себе отчет в этом. Большинство нашего населения, на самом деле, если вот мы в регионы выезжаем, смотрим, исследования проводим, а это регионализм, это какая-то клановость, это это превалирует. Ну, иногда бывает просто чисто материальный вопрос, да? Да, решить, и да? власть воспринимается как по макиавелевской теории, да, для личного обогащения. Вопрос, да? И они видят власть, через власть осуществить свои личные карманные выгоды, этот электорат. Решить какие-то проблемы. Да, свои там трудоустроить или кого-то родственника задвинуть куда-то во властную структуру, чтобы он не остался. Все, или кредиты выдать на край, да, какие-то вот эти меркантильные вопросы. Это основная часть. А когда мы выше поднимемся, тогда же не будет парламент, если не будет общественного запроса сознания. А это зависит от власти. Власть или сейчас нынешняя политическая что хочет? Если он хочет отказаться от личной выгоды, я так думаю, у нас как бы олигархия всегда на частные выгоды, вот, кстати, а не общественного блага, да? Если они хотят такой тренд, и сейчас вот на самом деле я вижу, борется часть вот этой интеллигентной гражданского общества, они борются на общественные блага против олигархов. Вот многие кыргызские граждане не должно быть в олигархах в кыргызском парламенте в будущем. Вы с этим согласны вообще? Я думаю, что согласен, потому что олигархи, они всегда исследуют свои частные, меркантильные, свои исследования. Они договороспособные, да? Да, но не общественные блага. Да? Мы же видим сейчас, вот, пример с контейнерами на Рынской области, да? А ведь основные выходцы олигархов-то у нас на Рынской области. Почему они не могут каким-то образом школы или изменить политику, чтобы бюджет увеличить в системе образования? 12-13 миллионов сумм. А у нас всего лишь 200 аварийных школ. Тут как бы я согласен. Вы как думаете? Мне кажется, олигархат или те люди, которых мы называем олигархией, мне кажется, конечно, они не те люди, которые должны заниматься законотворчеством и тем более контролировать деятельность государства, исполнительной власти от имени народа. Но это довольно много обсуждаемый вопрос. Вообще, должен ли бизнес быть в парламенте? Должны ли бизнесмены быть представлены в парламенте? В какой-то степени, мне кажется, тут род деятельности профессии не должна определять. Конечно, есть определенные люди, которые параллельно со своей коммерческой бизнес-деятельностью также являются большими меценатами или общественными деятелями, но чаще всего, как правило, мне кажется, они в лучшем случае полуполитики. Хороший бизнесмен, хороший человек, деловой человек, он должен уметь ставить свои приоритеты. Приоритет бизнесмена – это преувеличить свой доход и бизнес. Ну вот Кыргызстан в свое время поставил задачу совсем недавно перейти впоследствии к парламентской республике. Да? Это очень сложная модель, и мы видим наши соседи, которые, так сказали, когда президентская республика, надо честно сказать, многие реформы, многие вещи можно быстрее проводить. Один центр принятия решений. И часть экспертов говорит, что в Центральной Азии, на Кавказе и вообще в СНГ невозможно создать парламентскую республику, как в Европе, такую мощную. Почему? Для того, чтобы парламентская республика была полностью, нужно, чтобы депутаты были очень качественные. Люди должны быть таким государственным мышлением, с опытом, законы, профессиональные и все. Как вы думаете, Алмаз Мырза, вот у нас в Кыргызстане есть такая возможность полностью сделать парламентскую, 2020 год? Все-таки много зависит от депутатов же, да, кто приходит? Да, я хотел бы отметить, что вот легитимности власти, да, или вот эта устойчивость институтов государственной власти в сторону демократизации, да, это присуще только демократическим странам. Там пойдет развитие. Если возьмем, почему, отчасти правду говорят, если возьмем соседей, да, то по индексу демократии из 167 стран, да, они позади, они находятся в авторитарном режиме. Мы-то в гибридном переходном периоде, мы в 98-м месте стоим наравне с Украиной, да, подсоветских стран. То есть мы уже движение демократии идет. А тем странам, которые авторитарные, им вообще не присущи системы
госуправление, у них диктатура, у них будет на диктатуру. То, что у нас было откат, вот, Акаев и потом закрепил диктатуру Бакиевской формы правления, и вот вся электорат, который поддерживаешь, у нас сидят в парламенте, да, вот очень сложный вопрос, поэтому я хотел бы, что у нас это получится. Для нас это имеет шанс. Такой позитивный, да? Позитивный, потому что вот мы, вот третья волна, да, кажется, мы захватили третью волну демократии в 20 веке, да, и, ну, чуть-чуть, и это нам повезло. А те страны, они не думали о демократии, как в нашей стране. Мне кажется, вот демократию Кыргызстану еще предстоит более до ума довести и понять, да, вообще, и как бы результаты третьей волны мировой демократизации и вообще конкретно в разных точках мира сейчас демократия переживает не самые лучшие времена. Вообще, как бы тест на выживание к демократии сейчас очень серьезно поставлен. В Кыргызстане, надо сказать, у нас уровень свободы, не демократии, а именно свободы у нас довольно высокий. И мы, когда боем, когда без боя, сумели это сохранять, да? Этот уровень свободы в обществе, свободы и слова, и собраний, и так далее. Но как мы используем эту свободу? И переводится ли эта свобода на плоскость верховенства права, на верховенство как бы равного исполнения, равного как бы использования закона ко всем? Вот этого у нас не совсем наблюдается. А демократия — это не только свобода. Ведь демократия — это как раз-таки свободное участие в законных институциональных процессах. И ответственность, ответственность граждан. И когда у нас как бы с этой точки зрения, когда проблемы с демократией все еще присутствуют, конечно, опять же, вопрос полного перехода на 100% парламентскую форму правления для меня остается довольно большим вопросом. У нас перед глазами, например, есть полная парламентская форма правления в Грузии, довольно молодая, да? Молдова, которая совсем еще кстати, Молдова показала отрицательный материал, да? Да, то есть парламентская форма правления не простая вещь, она очень довольно сложная. Конечно, самые преуспевающие страны тоже чисто парламентские. Германия, Швеция, Норвегия, все остальные. Да? А для Кыргызстана, мне кажется, нельзя говорить, как некоторые, особенно в России, говорят, в Центральной Азии это не присуще культурно для этих народов. Мне кажется, нет такого. Да. Нет такого, чтобы какой-то народ вообще как бы не родился для того, чтобы жить с парламентаризмом. Мне кажется, это возможно, это придет для Кыргызстана. Но для этого требуются очень ответственные, серьезные и устойчивые партийные институты. Потому что от партий и от их связи, систематической как бы обратной связи со своим электоратом, с избирателями. То есть институционально, зависит то, насколько при парламентской системе будет поступательное как бы правление, исполнение законов, исполнение вообще экономической политики. А без этого у нас будет еще больше турбулентности, чем до этого было. Алмаз Мырза, вот такой вопрос. Вот где, ну хорошо, Крымский парламент 2020. Где взять таких вот образованных, качественных, подготовленных людей, да, для того, чтобы они пришли в парламент, да? Мы же знаем, что без борьбы никто ничего не дает. И те люди, кто уже во власти или уже был депутатами, они же тоже не будут ждать, и они тоже будут готовиться. И у них уже есть отработанные модели, когда они политтехнологиями добивались. И мы даже видели пример, когда приходили молодые, но потом не получалось, и мы видели, что их система перемалывала. Да? Вот где взять таких людей? Как сделать так, чтобы мы действительно, потому что мировая практика показывает, иногда качественный парламент за год может изменить очень много. Законы поменял и двигается. Да? Вот где их взять вот таких? Давайте возьмем Конституцию и возьмем наши национальные интересы. Все зависит от национальных интересов. Я хочу привести пример. Когда власть, она и граждане ответственны оба перед законом, верховенство закона, да? Когда политическая культура и все остальное соблюдается. Если в национальных интересах это верховенство закона, приоритет, тогда этот момент наступит. И вот те люди, которые, мы говорим, меритократически придут у власти, и потребность на них будут, на профессионалов высокого класса, кадровых вопросов исполнительной власти, да? Или даже законодательной власти, тогда, к сожалению, мы находимся в такой переходной транзитном периоде, когда власть не отвечает, а граждане тем более.
То есть у нас демократия превратилась в некую ахлократию, как описывал и Аристотель, и Макиавелли, да, к примеру. Да? Вот такой. Смотрите, и для того, чтобы вернуть вот то, что Эмиль Мырза сказал, да, на лоно правового поля, нам нужно в национальных интересах поставить планку задач, требований. Это может сделать президент, да, и внедрить во всех государственной власти, службе, а именно систему меритократии. Но президент сказал, Кыргызстан — страна свободных людей на 31 августа. Это серьезные слова, очень важные, да. Это уже дает. Но я немножко о другом говорю. Я все сейчас привожу пример того, что вот много людей, которых лично вы знаете, может быть, в соцсетях, они уже говорят о том, что изменим Кыргызстан 2020, себя предлагают, много таких, которые действительно, может быть, если они придут туда, они изменят и многие вещи. Но как это сделать? Вот, кто будет драйвером? Где вот эти пути, дороги? Мы же знаем, что бывают шлюзы, фильтры. Сейчас зависит все от президента. Дело в том, что сейчас до осени, год до выборов, да, если вот этот 9% порог не уберут, и не сделают хотя бы до 5%, я не говорю о 3%, тогда вот этой новой элиты не придут. И для этого сейчас президент должен, если такой закон примет Джохор Кенеш, он поставит вето, он должен отправить, потому что если президент действительно хочет обновления именно в парламенте, то нужно порог снимать, это единственный. Я молчу про то есть правила игры, да, вы имеете, да? Да, правила игры для того, чтобы туда вошли не олигархи, я вас понял. Простые умные, правила мы поменяли. Ребята. Хорошо, правила поменяли. Я разговаривал с одним человеком, он не глупый человек, он говорит, ну знаете, говорит, люди избирают себе подобных обычно. Мы знаем людей умных, хороших, которые могут выйти, но у них нет денег, чтобы участвовать в предвыборной кампании, там все дела. Но даже если, говорит, правила поменять, даже все установить, ну, надо учитывать и менталитет людей, психологию. Они выбирают такого подобного. Вот как здесь вот им нужно? Ну, мне кажется, чтобы новые люди пришли в парламент, две вещи нужны. С одной стороны, те, которые на самом деле стремятся, которые готовы, это больше от них зависит. Нужна организация, нужна подготовка, нужно каким-то сплоченным маршем выйти к народу, к обществу. Если они все будут сидеть в Фейсбуке и просто каждый сам по себе индивидуально показывать, какой он умный, мне кажется, ничего не случится, ничего не родится. И другое, конечно, от избирателей. И тут, естественно, мы опять же возвращаемся каждый раз к тому, что сколько бы в грудь себя не били и не требовали, в конце концов, в день выборов условный Асан Байке выберет своего же тайке, своего же земляка. Но нам нужно вырасти из этого. Нам нужно вырасти к тому, чтобы понять, что в конце концов наша завтрашняя жизнь, и тем более жизнь наших детей и дальше будет зависеть больше от тех, которые думают о государстве, нежели которые построят сегодня нам очередную мечеть или мост. Но это очень тяжело, потому что у нас население, вот когда мы ездили, они говорят, именно делегатов как-то выжить на 5 периодов, построить, у нас идет инфраструктурная такая коррупция, да, и все равно вот эти политики, которые, это очень сложный вопрос, архисложный даже, все равно он должен пойти кому-то из олигархов. Ну, чтобы решать, да? Да. Хотя это не работа депутата. Да, и минимум, вот мы считали, да, для просто вот независимый кандидат, у него должен быть 10 тысяч долларов. Это самый минимум для того, чтобы вообще 1 месяц участвовать в гонке за свое. И плюс надо учитывать, как бы тот сценарий, который был на Украине, в Украине вряд ли случится у нас, чтобы еще президент и под патронажем президента совершенно новая свежая партия пришла и победила большинство. В Кыргызстане даже по Конституции у нас довольно сложно большинство получить. Если порог снизим от 9 до 5, ну и, скажем, с 6 или 7% пройдет все-таки какая-то новая партия, но это все равно будет довольно маленькая партия, которая не станет прям сильно все переделывать. То есть нам нужно как бы настроиться на долгосрочную работу к тому, чтобы поменять. Одними выборами, одним махом вряд ли у нас сразу все поменяется. Шаги, да? Не, но я бы думал, что страна Кыргызстан непредсказуема. Мы не можем определить завтра, что будет. Может, президент возьмет, как Зеленский, и организует. Все может быть у нас. У меня такой вопрос, вот последний, ключевой, как экспертам политическим.
Надо вот все-таки, когда политологией люди занимаются, нам хотя бы можете сейчас смоделировать, то есть спрогнозировать, какой будет парламент 2020. Ну, примерно такой вот, чтобы мы через год потом поговорили, или вот уже в ноябре, там, в декабре 2020 года сказали. Ну, давайте, Алмаз Мурза, с вас начнем. Какой он будет? Вот? Ну вот если в том положении, как существует, да, такой ну, же... будем считать, что правила да, изменятся осенью. Ну, вот такой. Ну, если позитивно изменить то, что мы говорили об этом, да, действительно, этот парламент может очень много принять законодательства для развития нашей страны. Вот фундаментально он доложит в будущем, сразу же не придет, да, то есть много вопросов она должна решить в сторону меритократии, демократии, именно установления верховенства законов. А именно у нас, допустим, законодательно как-то есть, существует, да, но вот контрольные функции Георг Кингиш не выполняет, не говоря о отзыве, да, то есть вообще об оставках правительства, каких-то вещах, да, поэтому следующий состав, он должен именно активизироваться в контроле выполнения законов. Вот этого в этот состав, к сожалению, можешь сказать, какие примеры силы придут политические партии там, или нет? Ну, хоть такой прогноз. Я понимаю, что дело неблагородно, ну так вот. Давайте рискнем сегодня, политический риск пойдем. Но все-таки придут по клановости и все-таки олигархическая тенденция будет иметь. Она может быть шифроваться, скрываться, но все-таки лапу олигархов мы будем чувствовать через землячество и регионализм. Это будет все равно присутствовать. Ну, позитивное, если мы где-то 5% или 10% демократически настроенных лидеров мы увидим, этого будет достаточно, чтобы в следующий раз делать слом, или даже этот парламент может уйти в отставку. Я почему говорю? Потому что вот события 7-8 августа, они показали интересную вещь. Никто в Кыргызстане революции не хочет, потрясений не хотят. И в этом смысле мы становимся политической нацией. И регионализма нету такого, да, уже как так и раньше было. Люди думают все-таки уже о том, что должна быть кыргызская государство, о будущем. Может быть, это сыграет какую-то роль? Но это зависит от политической элиты. Именно мы надеемся... От людей ничего не зависит? Нет, от людей зависит. Мы думаем, прогрессивно 10%. Этого достаточно, если придут к 2020 году и в парламент, и в другие госорганы, да, то этого достаточно, чтобы сломать вот старую архитектуру власти. Говорят, 20% должно быть качественных политиков, которые могли двигаться. Именно как вы думаете? Я думаю, тоже, если совсем уж предугадывать и уходить в пессимизм, мне кажется, это не совсем, особенно неблагодарно. Да? И говорить, что наиболее вероятно, опять же, будет примерно такой же состав, такой же материал, из которого будет составлен наш новый парламентский созыв. Но я думаю, хоть серьезных радикальных изменений не стоит ожидать, но, думаю, все-таки эти партии, будь то олигархические, как угодно их называть будем, привлекут к себе, рекрутируют новых людей. Людей, которые будут работать законотворчеством, заниматься и контрольными функциями, тогда как бы коммерческие бизнес-интересы могут, конечно же, они будут присутствовать, да, на второй план. Но более другое, мне кажется, вместо того, чтобы предугадывать или гадать, какой он будет парламент, мне кажется, имеет смысл просто задаться всем нам, избирателям, народу, какой парламент нам нужен. И нужно, мне кажется, понять несколько вещей. Парламент нам нужен, или в парламент нам нужны депутаты, которые не обещают каждый индивидуально сам по себе персонально построить нам стадион, например. Это не работа, люди, которые понимают и доводят до своих избирателей народа две вещи, которые он собирается делать. Это в законотворческом плане, что он собирается делать, что у нас не то и какие законодательные инициативы он собирается или хотел бы внести, и почему это полезно для народа. И другое, контрольные функции. Почему парламент сейчас не контролирует, что не контролирует, и как он предлагает, чтобы парламент более действенно выполнял свою роль в части обеспечения того, чтобы исполнительная власть, правительство выполняло то, что от него ожидает народ. Спасибо. Ну, давайте вот на такой вот позитивной ноте мы сегодняшнюю программу завершим. Мы говорили о кыргызском парламенте. Я надеюсь, что в Кыргызстане новый парламент 2020, он будет более ответственный, он будет политически весомый и будет управлять кыргызскую государственность, защищать кыргызские национальные интересы. На этом программа «Саясат Касаякат» завершилась. Спасибо вам. До свидания.